Здравствуйте, уважаемые жюри. Я Степанов Артем Алексеевич, ученик 11 класса Самтарского политехнического лицея. Разрешите представить вам исследовательскую работу «Выявление вредных компонентов табачного дыма и их влияние на организм человека». Курение – самый распространенный в мире вид наркомании, охвативший все слои населения, потому что главное заблуждение курильщиков заключается в уверенности «захочу и брошу». Однако никотиновый голод, возникающий при попытке бросить курить, настолько схож с ломкой наркомана, что не каждый человек способен это выдержать. Говоря о формировании ЗОЖ молодого поколения в обществе, о борьбе с вредными привычками, в частности, нельзя и не сказать о школе. Ведь именно там в течение многих лет молодежь не только учится обретать навыки общения со взрослыми и сверстниками, но и практически на всю жизнь вырабатывает отношения ко многим жизненным ценностям. Таким образом, школа является важнейшим этапом, когда можно и нужно воспитывать правильное отношение к ЗОЖ. Цель исследования – содействовать формированию отрицательного отношения к курению посредством химических опытов в связи с тем, что курение – очень опасное увлечение и вредная привычка, от которой человек не всегда может отказаться самостоятельно. Нами выдвигается следующая гипотеза. Если с раннего детства у школьника воспитывать устойчивый иммунитет против курения через организацию различных активных форм обучения, как вовлечение самих младших школьников и исследование данной проблемы, участие в конференции защиты исследовательских работ, эмоционально насыщенной просветительской работы, то можно добиться существенных успехов в решении проблемы табакокурения. Задача исследования. Первое. Изучить соответствующую литературу по теме исследования, выяснить и разобраться в химизме табакокурения, уяснить вредное влияние табачного дыма на организм человека, провести химический эксперимент с целью выяснения вредных примесей в составе наиболее популярных сигарет среди молодежи. Нами были исследованы вредные компоненты табачного дыма и сигарет. Общеизвестно, что курение опасно для жизни человека, ведь в табачном дыме содержится несколько тысяч веществ, среди которых достаточно много вредных. Чтобы доказать, что в состав табачного дыма и табака входят вредные для здоровья вещества, а также отрицательная роль табакокурения, проводим следующие опыты. Опыт номер 1. Получение растворов веществ, содержащихся в дыме сигарет, и определение реакции среди табачного дыма. А. Получение сигаретного дыма и растворение. Б. Определение реакции среды в растворе табачного дыма. Опыт номер 2. Обнаружение фенола и альдегидов в растворе табачного дыма. Качественная реакция на фенолы. 2 пробирки наливают по 1 мл растворов из колбы номер 2 и номер 3, приготовленных в опыте 1. И добавляют в каждую пробирку по 3 капли 5% раствора хлорида железа трехвалентного. В результате жидкость окрашивается коричнево-зеленой. Каждый из фенолов, входящих в состав табачного дыма, дает с хлоридом железа трехвалентного свою окраску. Фенол фиолетовую, пирокатехин зеленую, а гидрохинон зеленую, переходящую в желтую. Получили раствор коричневого зеленого цвета из-за образования смеси комплексных соединений фенолов разного строения. Качественная реакция на альдегиды. Результат: раствор перманганат калия обесцвечивается, в результате реакции выпадает бурый осадок оксида марганца 4-валентного. В табачном дыме содержатся восстановители, обладающие высокой токсичностью и разряжающим действием. Это бензальдегид, акролеин, формальдегид. При взаимодействии этих веществ с раствором с перманганатом калия в нейтральной среде выпадает бурый осадок с оксидом марганца 4-валентного из-за восстановления перманганата калия веществами, содержащимися в табачном дыме.
Количество вредных веществ в растворе табачного дыма от сигареты с фильтром меньше, чем в растворе сигареты без фильтра. Поэтому осадок оксида марганца четырехвалентного больше образуется пробиркой раствором колбы номер 3. Часть вредных веществ содерживается фильтром сигареты. Определение, опыт номер 4. Определение содержания вредных примесей угарного газа и смеси оксидов азота и сероводорода в табачном дыму с помощью индикаторной трубки. Таким образом, с помощью индикаторной трубки можно определить с сравнительной точностью концентрацию вредных газообразных веществ, присутствующих в табачном дыму. Итоги показали, это содержание этих газов превышает ПДК. Заключение. Первое. Курение – самый существенный фактор риска, являясь основной причиной рака легких в 1/3 всех остальных раковых заболеваний. Оно также подвергает опасности ваших близких. В ходе работы выявления вредных компонентов табачного дыма и сигарет показаны их действия на организм человека. Использование метода химического анализа качественной реакции на органические вещества. Использование индикаторной трубки.